Несмотря на значительный рост товарооборота по экспорту на 25%, в нашей стране сохраняется отрицательное сальдо внешней торговли. Разность между денежными поступлениями и расходами составляет больше 13,5 миллиардов рублей. Это обусловлено потребностями в импорте различных строительных материалов, продуктов питания и горюче-смазочных материалов. В то же время экспортный потенциал страны продолжает оставаться невысоким. По итогам прошлого года контрольный показатель по начислению таможенных платежей выполнен на 95%. В бюджет страны перечислен 1 миллиард 700 миллионов рублей. На коллегии было отмечено, что этот рост связан с введением НДС. По итогам 2016 года в бюджет республики перечислено 1 миллиард 705 миллионов 200 тысяч рублей, что на 790 миллионов 300 тысяч рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года. Такое резкое увеличение собираемости таможенных платежей напрямую связано с вступлением в действие с 1 января 2016 года Закона Республики Абхазия о налоге на добавленную стоимость, в соответствии с которым один из объектов налогообложения определен ввоз товаров на таможенную территорию Республики Абхазия, администрирование которого возложено на Государственный таможенный комитет Республики Абхазия. С момента вступления в силу вышеуказанного закона, так называемый ввозной НДС стал самым собираемым видом таможенных платежей, на долю которого в 2016 году пришлось 46% от общих поступлений. Наблюдается небольшое отставание по экспортной пошлине. В прошлом году было вывезено за границу лесного ореха на порядок меньше, чем планировалось, и основная масса через галскую границу. К тому же в 2016 году не осуществлялся экспорт угля. По импортной же пошлине план выполнен на 91%. Здесь идет незначительное отставание от плановых показателей. Заместитель начальника таможенного управления ГАЛ Сергей Гадля рассказал, как обстоят дела на Восточном контрольно-пропускном пункте. От Галского таможенного управления было начислено в госбюджет около 32 миллионов рублей. Было декларировано 2500 тонн ореха. По словам Гадля, вывоз ореха практически не осуществлялся из-за низкой закупочной цены. По сей день мы наблюдаем практически отсутствие вывоза ореха из-за низкой цены как и на мировом рынке, так и на рынке внутри. И, соответственно, очень плохое качество ореха. Практически не происходит вывоз ореха, он стоит. Это связано также еще, что если первый период это вывозилось на каком-то автотранспорте, то сегодня это только в виде, не знаю, так скажем, ручной клади, на тачках и так далее. То есть большие объемы практически не выводятся. Начальник Государственного таможенного комитета Абхазии Даур Кубахи высказал убеждение, что сезон орехов и мандаринов не удался, и из-за ожидания повышения цен предпринимателям нужно учитывать реальные цены и адаптироваться к ним, отметил Кубахи. Он также пояснил, что восточную границу Абхазии нужно приводить в порядок, в первую очередь оснастить пункты пропуска необходимой техникой. Одной из первостепенных задач остается введение таможенного оформления и таможенных платежей. Контрабанда и таможенные нарушения должны быть сведены к минимуму, сказал Кубахи, и отметил, что задачи, поставленные президентом, будут решаться, но, конечно, не без помощи руководства страны. Это район, который кишит контрабандным товаром. Да, большая его часть остается в Гальском районе, но Гальский район – это территория Абхазии. Да, мы идем на какие-то послабления, мы на что-то закрываем глаза для жителей этого района, но это не значит, что можно тащить с той стороны все, что только вздумается. Мы прекрасно знаем эти схемы, как сюда мебель попадает в Абхазию и все остальное. Но я уже говорил и говорю, проблема настолько серьезная, что силами таможенного комитета мы в одиночку ее решить не сможем. И слава богу, это прекрасно понимают наши руководители. Именно поэтому президент принял эти решения о закрытии пунктов. Да, они не популярны, вы видите, сколько там было недовольства, вплоть до митинга. Другого пути у нас нет. В Гале надо наводить порядок. И мое мнение однозначно, что весь поток товаров надо брать под контроль, надо вводить таможенное оформление, надо вводить таможенные платежи. В работе коллегии приняли участие представители администрации президента, которые отмечали, что от работы ГТК и от таможенных поступлений во многом зависит формирование бюджета страны. Всеми органами государственными, в том числе и в первую очередь перед таможенными и налоговыми, президентом поставлена четкая задача – сделать так, чтобы государство получало все полагаемые платежи. От этого напрямую зависит, как вы знаете, исполнение доходной части нашего бюджета и, соответственно, финансирование расходов. Мы много говорим о том, что нужно поддерживать социальную сферу, стимулировать нашу внутреннюю экономику, а
Таможня в данном случае это в какой-то степени механизм, защищающий нашу внутреннюю экономику. Есть у нас долги внешние, все вы знаете об этом. Касаются они всего нашего народа, который надо отдавать. Есть у нас задача поставлена президентом поднять экономику. Если мы не защитим добросовестного производителя, который хочет строить заводы, фабрики, то ничего не выйдет. Деятельность ГТК курирует вице-премьер, министр финансов Дмитрий Сериков. Он считает, что в работе этой сферы необходима статистика, без чего невозможны учет и планирование. Анализ информации – одна из составных частей всех фискальных органов, пояснил Сериков. Что касается таможенного комитета, ни для кого не секрет, основная аналитическая работа ведется по 4 кодам. Я бы хотел, чтобы таможенный комитет в этом году эту работу усилил. Я понимаю, что завтра это сделать невозможно. Надо переходить на более детальный анализ поступающих товаров, как импортных, так и экспортных. Потому что для того, чтобы управлять экономикой и понимать, куда надо двинуться, мы должны понимать, что нам приходит в денежном эквиваленте, так и в количественном эквиваленте. Потому что и в количественном эквиваленте у нас не все позиции ведется учет на должном уровне. А не имеет информации, принимать какие-то решения невозможно. На заседании было отмечено, что собираемость таможенных платежей и их поступление в республиканский бюджет – одно из основных направлений таможенной политики государства. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение.